В минувшее воскресенье в России прошел единый день голосования. В Якутии в этот день проходили выборы муниципального уровня. Например, в Айхале избирателям предстояло выбрать главу поселка. С результатами выборов вас ознакомит Оксана Мезенцева. В итоге количество проголосовавших – 4616 человек, что составило 46,6% от всех голосующих. В том числе и 142 избирателя. Они ответственно исполнили свой гражданский долг и проголосовали досрочно. Право проголосовать получили и те избиратели, которые не смогли самостоятельно прибыть в помещение для голосования. Так, Сентябрина Рудых, которая проживает в Айхале более 50 лет, считает, принять участие в выборах должен каждый. И вот каким видит будущего главу поселка. Быть порядочным, хорошим человеком, заботился о пожилых, о дорогах о наших, ну и вообще о людях многосемейных. Маркокинский участок номер 317, что был расположен в поселке Дорожный, самый маленький по количеству избирателей. Но именно здесь явка оказалась самой высокой и составила 52,1% от всех голосующих. На втором месте участок номер 316. Здесь проголосовало 1043 человека, что составило 50,1% от общего числа избирателей, включенных в список. Хотелось бы обратить внимание на то, чтобы глава поселка в первую очередь соблюдал свои обещания и выполнил их, соответственно, в срок. В итоге голоса распределились следующим образом. Василия Карпова поддержала более 60% избирателей. Больше всего за этого кандидата отдали свои голоса избиратели на участке номер 313. За второго кандидата Михаила Каюкова проголосовало всего 586 избирателей, что составило 12,7% от общего числа голосующих. Так, 18% от всех голосующих отдали свой голос против всех. А это даже больше, чем за кандидата, набравшего меньшее количество голосов. Все желающие смогли проголосовать за достойного, по их мнению, кандидата. Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телерадиокомпания «Алмазный край».